Мы любим наши встречи, мы с уважением относимся к вам, потому что мы работаем ради вас и ради ваших детей. Многие, возможно, уже встречались с нами на комиссии по МПК, кому-то еще предстоит перед первым классом, поэтому, те, кто с нами встречался, всегда можно сказать о том, что мы стараемся дать как можно больше информации, и с удовольствием, когда нас приглашают, мы выступаем перед родителями, потому что вопросов, особенно перед первым классом, возникает очень много. Мы все можем начать, да, уже по времени? Угу. Чтобы там родители те подключились у нас. Угу. Угу. Давайте начнем с того, что лучше всего можно помочь детям, помогая их родителям. И это очень мудрое изречение, потому что когда родитель спокоен за своего ребенка, знает, что мы есть кому протянуть руку помощи, что его поддерживают, да, с такими детьми, которые имеют ограниченные возможности, то родителю намного легче. Ведь когда родителям ставят какой-то диагноз, или вот у нас на комиссии мы присваиваем статус с ограниченными возможностями, родители думают, что это приговор. Нет, вот сейчас я вам в этом помогу, чтобы вы понимали, что, как, для чего наша комиссия, что она даст вам и вашему ребенку, что даст заключение именно по каждому виду. Тогда мы все начинаем, да? Нормативные документы, вы потом на YouTube мое выступление будет скинуто, и если вас интересует, на что мы основываемся, на какие нормативные документы, вы можете любой из этих документов потом найти в интернете. Это закон об образовании, да, приказ Министерства об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов, об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам, да, и так далее. Я их перечислять не буду, нормативных баз очень много. И тут вот обратите внимание, что вы даже можете поинтересоваться санитарно-эпидемиологическим организацией отдыха, оздоровления детей и молодежи. То есть там все говорится, какие санпины, что, как дети с ограниченными возможностями, сколько их должно находиться в классах, но это все я сейчас в своем выступлении подчеркну. Поэтому вот с этими стандартами, со всеми с нашими, вы как раз можете ознакомиться. Но начнем, уважаемые родители, информации очень много, поэтому, возможно, вам предстоит еще это все на YouTube посмотреть, это очень хорошо, что будет в записи. Итак, кто относится к категории детей с ОВЗ? ОВЗ – это означает дети с ограниченными возможностями. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденные по МПК. То есть, уважаемые родители, запомните раз и навсегда, не медики, никто вам не может установить статус ОВЗ, кроме нашей комиссии. Наша комиссия расшифровывается психолого-медико-педагогическая комиссия. И только мы имеем право устанавливать статус ОВЗ на основе медицинских и каких-то других документов. Это понятно. А то очень часто, давайте я так буду вам давать информацию, и о чем родители часто спрашивают, чтобы вам было очень легко для восприятия, хорошо? А то очень часто приходят родители и говорят, нам невролог сказал, что у нас ОВЗ. Нет. Статус ОВЗ, подчеркиваю, мы только мы присваиваем. Другие специалисты без нашего заключения не имеют права присваивать статус с ограниченными возможностями. Дальше. Еще важно запомнить, что ребенок-инвалид – это не всегда ребенок с ОВЗ. И наоборот, не все дети с ОВЗ являются детьми-инвалидами. То есть обратите внимание, кого мы присваиваем к статусу ОВЗ. Дети с нарушением слуха, дети с нарушением зрения, дети с нарушением речи, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, дети с умственной отсталостью, дети с задержкой психического развития, дети с нарушением поведения и общения, называются дети с РАС, и дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми сложными дефектами. Это слепо-глухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью. Но еще мы называем это дети с тяжелыми множественными нарушениями, тяжеленькие детки. Это понятно, да? Кто устанавливает, вот я вам еще раз сказала, что устанавливает наша комиссия. Цель нашей комиссии
Это выявление детей и подростков с отклонениями в развитии, проведение комплексного диагностического обследования несовершеннолетних и разработка рекомендаций, направленных на получение специальных условий для получения образования и соответствующего медицинского обслуживания. Поэтому это цель нашей комиссии. Ну, вы часто, наверное, слышите слово инклюзия, инклюзивное образование. Нас оно часто промелькивает, особенно когда у нас декады идут для инвалидов, да, вспоминают про наших деток. Но реализация прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на образование рассматривается как одна из приоритетных задач государственной политики в области образования. Инклюзивное образование – это обеспечение, обратите, уважаемые родители, здравствуйте, проходите, равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия их особых образовательных потребностей. Да? Это вот даже прописано в законе об образовании Российской Федерации. Но форма образования, так я вам сейчас скажу, что это интеграция, да, то есть совместная деятельность детей с нормой и детей с ограниченными возможностями. Это одна из форм получения образования. Специальное образование, коррекционные школы. Это когда ребенок может обучаться в коррекционной школе, опять-таки согласно нашему заключению. И инклюзия. Обучение лиц УВЗ инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития, да, ну, согласно вот статье 2 ПЗ-273. То есть вот эти вот все приоритеты есть в любом образовательном учреждении, ну и прописаны в своих локальных актах. Что такое специальное условие? Кто наше заключение имеет на руках, то мы там прописываем вот эти вот как раз специальные условия, которые для разных категорий детей являются разными. Ну, если это слабовидящий ребенок или ребенок с задержкой психического развития, то эти спецусловия, естественно, будут различаться. Это использование специальных программ. Про программы я потом проговорю вам, где, что их смотреть и как. Специальные учебники, да, специальные технические средства. Обратите внимание, очень много вопросов возникает при предоставлении ассистента-тьютора. Очень много всегда вопросов возникает. Проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание организации, да, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ. Вот, то есть это мы все прописываем в своем заключении. Но обследование на ПМПК, уважаемые родители, обратите внимание, что мы руководствуемся приказом Министерства образования от 20 сентября 2013 года об утверждении положений ПМПК. Там все прописаны, наши права, обязанности и так далее. Итак, обратите внимание, обследование на ПМПК осуществляется по письменному заявлению родителей или по направлению соответствующей организации с письменного согласия родителей. То есть никто не может вас заставить проходить нашу комиссию. Это только ваше добровольное согласие. И также обследование проводится в присутствии законных представителей, то есть родителей или законных представителей, да, которые являются опекунами там, и так далее. Все обследования и консультации бесплатны. Это мы тоже подчеркиваем, потому что очень часто родители к нам обращаются: а платно можно вас пройти? Нет. Все ПМПК комиссии и работают только на бесплатной основе. Это понятно, да? Кто в состав комиссии входит, это вы тоже должны знать. Это в основном врачи. Ну, в данном случае в наших двух комиссиях работают психиатры детские. Учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог. Ну, и при необходимости могут быть включены другие специалисты. Вот это состав нашей комиссии, которые входят. Документы. Вы, наверное, уже сталкивались, можете сфотографировать. Подробность есть на сайте ЕГУ, ТПМПК раздел. Там все документы даны, табличка дана, внизу что распечатать дано. Ну и на всякий случай, вот документы здесь перечислены, да, подробную выписку нашего образца, документы, удостоверяющие личность родителя, школьные тетради это или рисунки для дошкольников, характеристика, выписка ПМПК образовательного учреждения,
заявление родителей, если есть, да, по МПК. То есть, смотрите, вот этот вот список документов надо обязательно при себе иметь при записи на нашу комиссию. Выписка, еще раз подчеркиваю, она есть нашего образца, есть на сайте, и можно скачать. Ну, родители, кто у нас проходил, уже знают достаточно хорошо. Очень часто родители к нам приходят на запись и говорят, мы очень переживаем, что вы нам поставите, да, естественно, переживает мамочка, переживает ребенок, да, или родители. Часто приходят с бабушкой, с дедушкой, с папами, мы никогда родителей за это не ругаем, поэтому это желание родителя, чтобы бабушка – это вообще бесценная поддержка иногда для некоторых мамочек, поэтому… Но необходимо настраивать ребенка на то, что, в принципе, у нас очень доброжелательная атмосфера, и бывали случаи, когда ребенок с аутизмом, с тем же, да, или сложненький ребенок, не настроен сегодня отвечать на вопросы, вот нет у него настроения, или приболел, или не выспался. Тогда у нас были случаи, что мы отдельно уже приглашали ребенка, то есть мы не заставляем ребенка через силу что-то делать. Бывают и такие моменты, и бывает мы и второй раз, и третий раз приглашаем. Поэтому если ребенок что-то, бывают такие моменты, то мы всегда идем навстречу. Надо ребенка подготовить к тому, что вопросы у нас будут легкие, но обследование у нас идет от часа до 2 часов, в зависимости от возраста, от состояния ребеночка, да. Поэтому мы всегда рекомендуем, чтобы попить ребенку или какая-то была, чтобы комфортные условия ему создать. Но также обратите внимание, мы специально выделили, вся информация является конфиденциальной. То есть, смотрите, любой специалист нашей комиссии подписывает о неразглашении каких-то данных. И в случае, если на комиссию к нам пришел родитель, он должен быть спокоен, что эта информация из заключения никуда за рамки не пройдет. То есть, если позвонят с садика или со школы, у нас такие бывали моменты, а Вася Иванов прошел, а что вы ему поставили? Мы никогда в жизни этого не скажем, это нарушение. И мы за это расписываемся, и у нас с этим очень все строго. Поэтому, будучи на нашей комиссии, вы можете не сомневаться, что оно все, и ваши документы, все останется в рамках нашей комиссии. Это понятно, да? Предоставлять наше заключение кому-то не было, без письменного согласия родителей запрещено. И, уважаемые родители, я вас просто призываю, будьте внимательны к нашим заключениям, вы их теряете, отдаете туда направо и налево. Мы потом выясняем, что отдали в садик и все, и забыли про наше заключение. Мои хорошие, надо очень хорошо к своим документам относиться, не терять, во-первых, и, во-вторых, помнить о том, что это все-таки ваш образовательный маршрут. Но мы сейчас тоже об этом поговорим. По результатам обследования, да, готовится протокол, на котором потом родители, и каждый специалист фиксирует результаты своего обследования, своей диагностики, да. На руки родителям выдается копия заключения. Еще раз, не справки, не бумажки, а копия заключения с выпиской из протокола обследования. В заключении что содержится, да, если кто не знает, напомню быстренько, это по какой программе должен обучаться ребенок, по адаптированной или по общеобразовательной. Нужны ли ребенку специальные условия для обучения, то есть программы, учебники, занятия, да, с какими специалистами, все в нашем заключении расписывается. Также обратите внимание, всегда в заключении указывается, на какой период оно дано. Понятно, да? Мы сейчас тоже на этом обязательно остановимся. Заключение по МПК – это единственный документ, который дает право ребенку на обучение по адаптированной программе, на создание специальных условий, указанных в заключении, и на специальные условия прохождения государственной итоговой аттестации для детей с УВЗ, не имеющих инвалидности. Это для девятиклассников, да. У них тоже в 9 классе, если статус УВЗ, есть свои права, свои гарантии и свои льготы на сдачу государственного экзамена. И инвалидность не дает таких прав и не гарантирует признание ребенка, обучающихся с УВЗ. То есть если ребенок имеет инвалидность, допустим, по астме, и интеллект у него норма,
то не обязательно, чтобы будут обучаться по адаптированной программе. Мы ее попросту не пропишем, потому что у ребенка вот именно с познавательной деятельностью, да, все хорошо. И он может обучаться по обыкновенной программе. Но школа должна учитывать, что у него, допустим, какое-то соматическое заболевание, и знать об этом тоже, да, и учитывать это при посадке, допустим, да. Тот же ребеночек, который плохо видит, у него есть инвалидность, но родители к нам, допустим, не пришли на комиссию, посчитали, что им не нужны спецусловия, но все равно с инвалидностью его должны за первую парту посадить. Это понятно, да? Потому что некоторые родители к нам с инвалидностью не обращаются. Ну, обратите внимание вот на такую раскладочку, что значит заключение по МПК для родителей государства. Обратите внимание, наше заключение имеет рекомендательный характер. Мы всегда на это настраиваем родителей. Никто не вправе заставить вас воспользоваться нашим заключением, если вы этого не желаете. Бывали случаи, что родители проходят нашу комиссию, ну и, мягко говоря, говорят, ну нам не нужна адаптированная программа. Ради бога, это ваш выбор. То есть если вы прошли у нас нашу комиссию и прошли наше заключение, это ваше право воспользоваться им или нет. Это понятно, да? Родители вправе не следовать рекомендациям ПМПК, могут не предъявлять заключение ПМПК в образовательное учреждение. То есть вы можете пройти нас, но в школу не предоставлять. Никто вас тоже вправе заставить не может, и мы эти сведения по школам не распространяем, допустим, да, или по садикам. Ну а для органов школ и садиков обязаны создать все условия для обучения, указанные в заключении при его предъявлении. Но вы, наверное, сталкивались уже, что, допустим, проходя нашу комиссию, в садике вам говорят, нету логопедов, да, элементарно нету дефектологов. Ну вот, все-таки в законе об образовании говорится, что образовательные организации все-таки обязаны стремиться к тому, чтобы создавать вам эти условия. Часто возникающий вопрос, да, может ли отказаться родитель от части рекомендаций заключения по МПК? То есть я хочу обучаться по адаптированной программе, но я не хочу то-то, то-то. Нет, мои хорошие, так как предъявленное заключение по МПК обязывает школу создать все указанные в нем условия для обучения. Бывают вопросы, да, особенно когда родители идут в первый класс, что, возможно, им не понравилось наше заключение, да, вы тогда можете обратиться в вышестоящую инстанцию, это центральная ЦПМПК, она находится на Ломоносова. То есть это основная наша комиссия по всей республике. То есть в случае непринятия нашего, вы можете обратиться туда, если вы не согласны с нашим заключением. Права родителей. Ну, мы часто говорим об этом, что выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций ПМПК, при их наличии формы получения образования, формы обучения. То есть, если вы получили наше заключение, вы имеете право им воспользоваться, и чтобы школа обязательно вас обучала по той программе с вашего разрешения, которую мы вам прописали. То есть это может быть адаптированная программа по видам, сейчас по видам мы остановимся, и вы можете, это ваше право. То есть вы даете заключение, ваше право им воспользоваться, и чтобы школа обучала именно по этой адаптированной программе. Но дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной программе только, уважаемые родители, с вашего согласия. То есть вы дали согласие. Бывает такое, что родители часто говорят, что мы заключение показали, убрали, и надо же, нас не обучают по адаптированной программе. Вы должны письменно дать согласие и письменно написать заявление о том, что вы просите обучать по адаптированной программе согласно заключению по МПК такого-то числа. И школа это все должна рассмотреть. То есть если вы не дадите согласия, откажете, школа сопровождать вас не будет. Так же, как и на комиссию по МПК, очень часто родители говорят, нас заставляет школа или садик. Такого не может быть, потому что вы можете обратиться на ПМПК только со своего согласия. Еще раз повторяю, заставить вас никто не может. Понятно, да? Так, что такое, уважаемые родители, адаптированная программа, из чего она состоит? Я очень быстренько так, для чего вообще она нужна?
Адаптированная программа состоит из самой предметной области, где входят те предметы, по которым вас будут обучать. Плюс коррекционно-развивающая деятельность, которая нашим ребятам очень нужна. То есть это обязательные коррекционные курсы на усмотрение образовательной организации по потребностям ребенка. Обратите внимание, на что я вас, родители, уважаемые, нацеливаю. Обязательно коррекционные курсы, если ребенок обучается на дому, согласно решению медицинской комиссии ВКК, то ему все равно должны быть предоставлены обязательные коррекционные курсы. Потому что этот же ребенок имеет такие же права, как и другие дети, и он имеет наше заключение как раз-таки на адаптированную программу. Также в адаптированную программу обязательно входит внеурочная деятельность. То есть с этими детьми также должны заниматься в кружках, в секциях, и школа должна также это вам озвучить в дальнейшем, когда вы будете обучаться по адаптированной программе. Уважаемые родители, вы должны четко знать, по какой программе обучают вашего ребенка, какие специалисты с ним занимаются, сколько раз в неделю они с ним занимаются, какие коррекционные курсы с ним проводят, потому что это ваше право. Понятно, да? Ну, структура ФГОСов, то есть, смотрите, более подробно тут. Значит, смотрите, есть 8 вариантов. Глухие – это форма 1.1, 1.4. Давайте я сразу скажу. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 – это с нарушениями речи, 6.1 – это с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 7.1 – это с ЗПР, и СРАС 8.1 – это та категория детей, которая обязана, просто они обучаются в массовой школе. Их не берут в коррекционные школы, потому что у них незначительные нарушения, которым им достаточно коррекционных моментов в рамках массовой школы. Это понятно, да? Начинаем с 2, 8, 2, 7, 2, 5, 2, 6, 2. Это уже дети 4, 2, 3, 2. Это дети с нарушениями плюс задержкой. Это дети уже идут в коррекционные школы, имеют право идти в коррекционные школы, но также имеют право обучаться в общеобразовательных школах при соответствующих условиях и при соответствующей наполняемости классов. Мы сейчас об этом тоже поговорим. 8.3, обратите внимание, 5.3, 7.3, такого понятия нет. Они есть у разных категорий детей, вот нода 6.3, раз 8.3 и раз 8.3. Это слабослышащие 2.3. Это дети, имеющие дефект, но уже с интеллектуальным снижением. То есть это дети, которым мы тоже рекомендуем, в принципе, обучаться в коррекционных школах определенных, да, потому что в массовых школах вы, конечно, имеете право, мы говорим о том, что у нас инклюзия, вы имеете право обучаться с такими вариантами в массовой школе, но мы всегда предупреждаем родителей, что это очень-очень тяжело, потому что все-таки массовая школа есть массовая школа. Ну и 8.4, 6.4, там 2.4, это дети уже требующим, которым специально индивидуальная программа развития, называется она СИПР. Вот они должны, эти дети, все-таки, мы родителям настоятельно рекомендуем обучаться в коррекционных школах. Также, если обратите внимание, очень часто родители по-старому называют 8-й вид. 8-й вид, согласно ФКОСам, да, дошкольного и начального образования, это уже у нас с 2016 года, 8-й вид – это дети с РАС. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. А дети с умственной отсталостью – это вариант 1 и вариант 2 называется. Некоторые, я вот на родительских форумах, вы, наверное, встречали, 9-й вид еще называют. Но это чуть-чуть неправильно, но я встречала, что родители говорят, вот нам назначили 9-й вид. Но нет такого понятия 9-й, есть вариант 1 и вариант 2, потому что очень часто я сейчас, правда, сижу на родительских форумах и перевариваю, как родители, для чего это делаю, чтобы как раз-таки преподносить вам в более легкой форме, потому что очень часто родители выходят с ПМПК комиссии и не понимают, что им вообще сказали, да. Поэтому вот на форумах я всегда читаю, что у родителей, чтобы, ну, учитывать это в нашей работе. По вариантам понятно все. Я понимаю, что много информации, тяжело. Но так, в принципе,
Основной вопрос, который нам родитель задает, кто составляет адаптированную программу. Ее, в принципе, составлять не надо, она уже утверждена. Адаптированная образовательная программа начального звена, да, просто она разрабатывается в соответствии со стандартом и утверждается образовательной организацией. Вот эти программы, я вам сейчас скажу сайт, просто когда вы пройдете нашу комиссию, и как родители вы должны знать, опять-таки, я вас опять нацеливаю, сколько кто должен с вашим ребенком заниматься, они есть все в интернете в свободном доступе. То есть вы всегда можете открыть и посмотреть. Сфотографируйте, пожалуйста, так же, как и для детей с РАС. Прям там вот все по отдельности расписано, каждая программка. Там заходите, в серединке адаптированные программы, нажимаете, и по среднему, и по начальному, и по дошкольному все дано очень хорошо. То есть вы должны еще раз нацеливаться, уважаемые родители, ориентироваться, да? Угу. Я вам уже объясняю, то есть смотрите, очень часто тоже вопрос родителей задают. Вариант 1 и 2, я имею в виду по ЗПР, да, не по умственной отсталости. Вариант 7.1, 7.2, 5.1, 5.2, они дают право, ребенок получает такой же аттестат, как все. Очень часто этот вопрос нам задают. То есть варианта 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 6.1, 6.2, все варианты дают право получать ребенку аттестат, и он после также имеет право потом поступать в высшее учебное заведение, идти в 10-11 класс и так далее. Дети, которые идут по варианту 3-4 и вариант 1, вариант 2 по умственной отсталости, то есть по снижению интеллекта, они не получают аттестат. Они получают образование, которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного обучения и получают просто свидетельство. Такие дети имеют право обучаться по программам профессионального обучения, которые составляются специально для них. Понятно, да? То есть, ну, как я вам уже говорила, обратите внимание, то есть по 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1 – это полная инклюзия, то есть ребенок обучается в массовой школе с какими-то специальными условиями. То есть школа, которой территориально прикрепляется этот ребенок, и другая любая школа при наличии свободных мест, но требуется ему также отдельная программа АОП. Вот смотрите, обучение организуется, выбор школы для 2, 3, 4 варианта, я уже там проговорила, но еще раз говорю, обучение организуется или в отдельных классах, да, или обучение организуется в инклюзии. И обратите внимание, отдельных классов для детей с РАС не предусмотрено. То есть очень часто к нам родители обращаются, отправьте нас в ресурсный класс, да, а отдельные классы вообще для детей с РАС не предусмотрены. То есть нет такого понятия ресурсный класс. А очень часто родители путают это понятие, говорят о том, что ресурсные классы должны быть. Ну, про ресурсные классы, если возможно, вы мне зададите вопрос, я все объясню. Обратите внимание, санпины, если ребенок имеет, если один ученик с РАС, да, 8.1, то должно быть в классе всего 20 человек. Если 2 ученика с РАС, то в классе, я имею в виду общеобразовательные классы, должно быть 15 человек всего. Это по санпинам. То есть санпины – это вот то, что предусмотрено по комплектованию классов, да. Вот в крайнем случае на программе 8.1 указано, сколько человек должно быть в классе. Но смотрите, если в одном классе сидят дети 1.1, 4.1, 5.1, то тут отсутствует регулирование особенностей комплектования класса. Решение принимает школа. Это по первому варианту. То есть они могут сидеть в одном классе все. Опять-таки отличие, смотрите, о чем мы говорим. Чем вариант 1, я имею в виду 1, 2, 2, 2, 8, 2 отличается. Кто идет по варианту 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Есть такое понятие пролонгирование. Мы родителям это тоже очень часто объясняем. То есть ребеночек изучает курс начального звена 5 лет.
Ну, грубо сказать, вот у них первый класс идет 2 года. Если есть знакомые, наверное, сталкивались с этим понятием, то есть варианты пролонгированные – это 5-6 лет. На это тоже родители должны обратить внимание, знать и сразу быть готовым. Потому что часто возникает вопрос о том, что, допустим, ребеночка, мама хочет в садике, чтобы он еще годик посидел. Но мы так рекомендуем, советуем, уговариваем маму, что вы все равно вы же вы первый класс будете проходить 2 года. И тут надо просто хорошенько подумать. Потому что мы не вправе наставить родителям и говорить: нет, вот именно опять-таки это все ваше решение, вы знаете своих детей лучше. И обратите внимание, если по 2 классу, то ребеночек может обучаться в отдельном классе, реализующий АПОП, это в коррекционной школе, или понятие было такое еще коррекционные классы. И требования к комплектованию, например, для детей с ЗПР 12 человек должно быть только в классе, с НОДА 5 человек, да? 2 ученика с раз, допустим, если 2 ученика с раз, остальные с задержкой, то 12 человек в классе должно быть. То есть это все тоже прописано в наших нормативных актах, и школы тоже должны этому поддерживать. Возможно ли обучение в обычном классе по варианту 2 УП? У школы есть основания для отказа в приеме в обычный класс, так как в нем не могут быть выполнены требования по обучению по 2 варианту. Малое количество детей и растягивание программы. Взаимодействие с органом образования, семьей, целесообразность обучения в обычном классе. Если в территориальной доступности, тоже часто родители спрашивают, нет отдельного класса, реализующий вариант 2 ЛЮБО, то должно быть организовано обучение в обычном классе. Ну и отдельная программа тоже, потому что вот у нас коррекционная школа находится далеко не в центре, да, вы знаете хорошо, если не знаете, потом можете задать вопрос, я скажу, где какие коррекционные школы находятся, и вы можете, конечно же, обучаться в массовой школе с вариантом 2, 8, 2, 7, 2, да, но тут вопрос как раз-таки лонгирования очень часто у родителей возникает, да, потому что тогда ребенок, видите, там какой нюанс возникает, вынужден оставаться или в 1 класс на 2 год остаться. Вот и родители часто задают вопросы. Поэтому вот видите, что, к сожалению, в массовых школах очень большой вопрос, и мы прям выделили обеспечение реализации программы в пролонгированные сроки. Как? Ну, родители, которые обучаются, ну, как иногда, если у ребенка, допустим, у них все идет решением консилиума. Есть в школе такой очень хороший ППК-консилиум, психолого-педагогический консилиум. И консилиум обязательно сопровождает данного ребенка со статусом УВЗ. Они отслеживают его успехи. И тогда совместно с родителем они вот решают пролонгирование. Но если ребенок обучается в коррекционной школе, там такой вопрос не звучит уже. То есть он со своими одноклассниками так и идет. У них называется 1 год обучения в 1 классе, 2 год обучения в 1 классе. Это понятно, да? То есть там таких вопросов не возникает. Но определение школы класса по 3 и 4 вариантам, я уже говорила, что обучение в отдельных классах очень маленькая наполняемость. По 3 варианту 5-7 учеников, ну 12 это прям вот. И 4 вариант 5 учеников. Дети с раз 8-3, 8-4, инклюзия в отдельным классом, но 1 ученик с раз всего на 9 человек, допустим, должен быть. Обучение в обычном классе или в отдельном классе для 2 варианта не предусмотрено. Ну, то есть вы, конечно, можете, и родители отдают детей в массовую школу, в такой класс, но возникает очень много проблем, еще больше, чем со 2 вариантом, да. Но если вообще нет шаговой доступности, мы тоже сталкивались, что вот правда нету рядом коррекционных школ, то, конечно же, родители обучают там своих детей по индивидуальному учебному плану, ну, в основном индивидуальные занятия, особенно в средних и старших школах. Есть такое понятие, что, конечно же, не у всех возможность есть коррекционная школа данной категории детей, может обучаться, ну, вот при индивидуальном учебном плане, строго индивидуальный учебный план. Школа также составляет. Ну вот про варианты, вариант 4, давайте мы остановимся, я вам уже говорила, это всегда СИПР, специальная индивидуальная программа развития у каждого ученика. Может быть реализована в классе,
именно по варианту 2 тоже, да. В коррекционных, опять-таки, если нет коррекционной школы, он может обучаться в массовой школе, но сугубо по индивидуальному плану. И обычно из нашего опыта родители, обычно такие дети часто обучаются на домашнем обучении, потому что тяжело такому ребенку в массовой школе, в классе, где 30 детей, к сожалению, сидеть, да. Ресурсный класс часто задают вопрос. И просят нас прописать, что такое ресурсный класс. Зона, где удовлетворяются особые потребности обучающих в ССУВЗ, являющихся ученики регулярных классов. То есть понятно, да, что он не обучается в ресурсном классе, он обучается в таком классе, но имеет право на ресурсный, когда у него возникают какие-то проблемы с тьютором. И это индивидуальные занятия по предметным областям, индивидуальные групповые коррекционно-развивающие занятия, отдых, необходимые процедуры. Сразу, уважаемые родители, скажу, в ФГОСах по адаптированным программах нет понятия ресурсный класс. Ресурсные классы возникли, исходя из истории, благодаря очень продвинутым родителям, которые стали добиваться финансирования, открытия ресурсных классов. Родители молодцы, умнички, но сейчас на законодательной основе ни в одной адаптированной программе вы не найдете понятие ресурсный класс. То есть на уровне, понятно, да, нормативно-правового понятия такого нету. Поэтому в наших заключениях, обратите внимание, мы никогда не напишем участие или учеба в ресурсном классе, потому что его нету в стандартах и ФГОСах. Понятно тоже, да, такое понятие? Смотрите, очень часто родители обращаются, что если нет таких классов, да, коррекционных, а мы бы хотели, или отказ, тогда, конечно же, обращение в орган образования с задействием условий в школу в соответствии с заключением ПМПК. Очень острая проблема у нас с этим стоит в городе Якутске. К сожалению, у нас не хватает коррекционных школ, да. И очень многие родители сталкиваются, и в массовых школах они тоже не хотят обучаться, говоря о том, что, к сожалению, вот у меня по месту жительства нету специалистов, которые бы нас сопровождали. Поэтому мы сразу говорим о том, что управление образования очень активно ведет и старается решать проблемы каждого родителя. По крайней мере, к нам ни один родитель не сказал, что вот нас куда-то не устроили в какую-то школу. То есть полное взаимодействие с управлением образования, потому что они владеют теми ресурсами и могут подсказать, в какую школу, что, куда вам устроиться, да. То есть мы с управлением образования активно работаем. Я знаю, у вас есть тоже группа родителей, которые в этом году уже начали активно с ними работать, с управлением образования. Но что требуется от школы? Это, конечно, разработка ООП, то есть адаптированные программы. Если мы прописали тьютора, ассистента, помощника, то школа тоже это должна обеспечить. Кому мы прописываем тьюторов, ассистентов, я позже остановлюсь, уважаемые родители. Ну и доступная среда. Доступная среда – это вот дети, которые с нарушением опорно-двигательного, да, это те же различные приспособления для данного ребенка, даже вот туалеты для детей, да, это все школа должна предоставлять. Также обязательно в штате, если мы прописали тьютера-ассистента, школа должна позаботиться, чтобы взять тьютера в свой штат или помощника. Да? Также расширение изменений должностных обязанностей педагога, социального педагога, психолога, помощника воспитателя, младшего воспитателя. Но это означает, что когда в группу или в класс пришел ребенок с ограниченными возможностями, то школа, естественно, получает определенную доплату за данного ребенка и должна вот эти вот условия предоставить. Да? Смотрите, когда, зачем идти? Вот группа делится на несколько возрастных категорий, когда идти на ПМПК. Первое, это до 3 лет, это дети раннего возраста, да? Значит, вот первый раз, когда вам рекомендуют, или вы сами там, допустим, что вам нужна адаптированная программа очень раннего возраста, можете обращаться до 3 лет. Вторая категория идет с 3 до 7 лет, это дошкольное образование. То есть с 3 до 7 лет мы прописываем на дошкольный период. Потом идет начальное образование, это с 1 по 4 класс. Да, надо подходить.
потом идет с 5 по 9 класс, это среднее образование, ну и потом дети с инвалидностью, слабослышащие, с 10 тоже имеют право класса к нам обращаться, потому что это тоже идет обучение. Пока, уважаемые родители, мы обследуем детей от 0 до 18 лет, но мы можем посмотреть и до 23 лет, это при необходимости. Но вообще у нас обследование от 0 до 18 лет идет. Поэтому, возможно, у нас такая большая очередь, к сожалению. Ну и также, что всегда добровольно, о чем мы говорили, и рекомендательный характер. Смотрите, вы также можете обратиться, мы иногда в 1 классе ставим на 1 год. То есть через год вы тоже должны обратиться. То есть в нашем заключении, еще раз обращаю вас, уважаемые родители, очень часто, а когда нам пройти комиссию? В заключении мы обязательно указываем, на какой срок обучения дано наше, или на начальное с 1 по 4, или на 1 год. И в дошкольных мы даже пишем, кто вот с нашим, поднимите руки, кто наше заключение знает, кто проходил нашу комиссию. Вот, смотрю, все. Поэтому... И, надеюсь, вы обращали внимание, на дошкольном мы условно там на 2-3 года пишем. Очень приятно, что родители с нами уже сталкивались с нашей работой. Ну, также дополнительное образование, да, ну вот все в одной образовательной организации, ну плюс вот еще у вас вот на такое получение. Это мы уже с вами... Обучение на дому. Часто нам родители спрашивают, при каком случае мы можем обучаться на дому. Наша комиссия не решает вопрос обучения на дому. Также я сразу остановлюсь, очень часто сейчас у родителей встанет вопрос повторного обучения в детском саду или в школе. Мы не решаем эти вопросы. То есть в нашу компетенцию это не входит. Особенно родители часто первоклассников будущих к нам обращаются. А можем ли мы остаться на год? Если ребенок на момент посещения, если на момент 1 сентября ребенку 7 лет, мы обязательно пропишем ему школьную программу. Вопрос того, что оставаться в садике или нет, мы не решаем. Это родители решают уже все с образовательным учреждением в рамках своих полномочий, как и что, почему они хотят остаться. На дому обучение обязательно заключение медицинской организации, заявление родителей. Заключение медицинской организации называется ВКК, выписка из врачебной комиссии. Понятно, да? Кто-то сталкивался уже, кому-то может пригодиться на будущее. То есть на дому мы прописать не можем. Но по ГИО мы, думаю, что не будем. Вот тьютор, да, тьютор появился у нас сравнительно недавно. То есть, обратите внимание, только в 2017 году вышли профессиональные стандарты. Прописываем тьютора мы обычно. Тьютор – это тьюторское сопровождение обучающихся. Это особый педагог. Обратите внимание, уважаемые родители, это тот же педагог, который работает с принципом индивидуализации, сопровождает построение индивидуальной образовательной программы. Тьютора мы обычно прописываем детям с РАС, с НОДАС, то есть с нарушением опорно-двигательного аппарата, с РАС, прописываем вот таким вот деткам, которым вот как раз тьюторство необходимо. Поэтому тьюторы у нас есть уже, и в школах есть тьюторы, и в садиках, мы знаем, есть тьюторы. Потихонечку это не становится проблемой, потому что каждый садик или школа уже, если тьютора прописывают, они стараются взять. Тьютор, уважаемые родители, обязательно имеет педагогическое образование, потому что тьютор, у него в основных требованиях написано, что он сопровождает ребенка по именно изучению адаптированной программы. Это понятно, потому что очень часто с ассистентом путают. Все расписано, да, вот в ФГОСах, особенности деятельности тьютора-ассистента. А ассистент, он может не иметь педагогического образования. Даже у нас часто родители становятся ассистентами. Ну, имеет на это право, допустим. Вот мамочка привела тяжеленького ребенка в садик, ну и может воспользоваться то, что я хочу ассистентом быть у своего ребенка. Я знаю очень много мам, которые тьюторами даже обучаются, да, детей своих тьюторами. Были у нас такие случаи в Якутске, может, вы знаете таких мам. Просто уважение к таким мамам. То есть понятно, да, для чего тьютор – это организация обучения, подготовка дидактического материала для урока, транслирование заданий учителя,
Сопровождение организации занятости при ребенке при необходимости покинуть класс. Понятненько, да? А ассистента, вот про тьютера на построении, вот мы про это проговорили, да? Вот такие вот мы вопросы подняли, но я смотрю, что мы как раз вот обычно час оставляем на активное общение, потому что у родителей очень много вопросов возникает. Давайте сразу ваши вопросы, как сейчас идет запись на ПМПК для будущих первоклассников. Я тут понимаю, все будущие первоклассники, да, родители? А поднимите руки, кто уже подал документы к нам. Уже вы в ожидании, да? А есть родители, кто прошел уже нас? Тоже есть, хорошо. Значит, мы с вами встречались, не со мной, так с первой комиссией. Значит, смотрите, у нас запись идет сейчас понедельник, среда, с 10 до 12, с документами без ребенка. Документы мы указали уже какие. Вы прекрасно знаете, что у нас очень большая очередь, но будущих первоклассников мы стараемся смотреть быстрее. Поэтому время ожидания, вот родители не дадут меня обмануть, где-то составляет месяц. Да, месяц-полтора, самое больше, поэтому мы стараемся вас очень быстро смотреть, поэтому у нас как бы внеплановые комиссии для первоклассников. Это понятно, да? Поэтому постараемся посмотреть всех и все, кому что надо, все пропишем. Давайте теперь ваши вопросы, уже будем от вопросов отталкиваться. Слушаем. Я так понимаю, надо заключение смотреть. Уважаемые коллеги, вам там на дошкольный период писали, наверное? А вы сейчас идете в первый класс. Когда 7 лет исполнилось? Вам, мои хорошие, надо пройти нашу комиссию, и уже мы вам пропишем, у вас дошкольная просто прописана, поэтому наши коллеги в Нерюнгри вам не прописали. А на начальное звено вам еще раз надо пройти комиссию, собрать документы. Там у вас другая программа, другие спецусловия будут. Понятно, да? Еще слушаю. Да, моя хорошая, особенно психиатр. Это обязательное требование, потому что, исходя из данных этих, мы как раз таки и делаем же свой... в рамках комиссии мы не ставим диагнозов, это не наш функционал. То есть очень часто родители думают, что мы вот поставили диагноз и все. Мы не ставим диагнозов в рамки комиссии, мы определяем именно адаптированную программу, какую нужно ребенку согласно вашим медицинским выпискам. Поэтому врачей пройти надо обязательно. Угу. Что ставить еще раз? Нет, не может быть такого. 8 это Парас, вы не ошибаетесь? 6 у вас. Дети с нода это 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. И я вот просто... Если ведущей является нарушение опорно-двигательного аппарата, тогда ПМПК ставят 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. В этом я уверена как в своей комиссии, так и в комиссии своих коллег, потому что у нас очень высококвалифицированный специалист. Возможно, что-то родители путают. Я же вам говорю, даже если родители там на форумах 9-й вид, очень часто родители путают виды. И вот даже нам, когда проконсультироваться мамам, у нас вот просто кучу вопросов мы задаем, чтобы родители объяснили все-таки, по какой программе ребенок обучается. Поэтому, может, что-то родители путаются. Ну, тем более, когда родители к нам обращаются, у каждого ведь так сугубо индивидуально. С вами мама говорит одно, возможно, а ведь придя на комиссию, мы увидим совсем другое. И, возможно, что-то родители не договаривают. Поэтому, уважаемые родители, очень часто родители там приходят, а вот был тот-то на комиссии, ему прописали то-то, то-то, а почему вы нам не прописываете? Это сугубо все индивидуально, и диагнозы у всех разные, и дети разные. Поэтому мы исходим из этого, то есть индивидуализация каждого ребенка. Поэтому на комиссии, почему у нас час или полтора проходит комиссия? Возможно, вот в некоторых городах родители
сталкивались с работами, вот как мама, да, в Неринге проходила. Каждый специалист беседует отдельно с вашим ребеночком, чтобы выяснить, что же, какие специальные условия, чтобы сделать комфортно, чтобы ему было в школе. Понятно, да? Поэтому там, может, родители, возможно, что-то путают. Поэтому еще какие вопросы? Угу. Прийти с документами и показать нам, и мы запишем вас в отдельный журнальчик для будущих первоклассников. Рыдинского 18/5, кабинет 12, все по-старому у нас идет. Все там же сидим, ага, слушаем. Мамот, слушаем. Здравствуйте. Мы, например, прошли центральное КПНК в прошлом году. Мы не пошли в первый класс, потому что я подумала, что он физически еще не готов, 4 урока не выдержит. Может ли это заключение действовать в этом году? Может, вы же не воспользовались им. Мы не воспользовались. Поэтому я могу не проходить у вас территориально. Да, да. Но почему директор школы 35 просит именно территориальное заключение, а не центральное? И прямо акцент делать на это. Ну вот, я не знаю, я не вправе действия директора 35-й школы, да, тем более, уважаемые родители, помните о том, что все-таки 35-я школа, очень хороший вопрос, который очень часто родители путают. 35-я школа не является коррекционной школой. Это массовая школа, у которой более-менее есть штат специалистов, и это те люди, которые увлеченно умеют и знают, и любят, как работать с этими детьми. Поэтому я не знаю, почему вас директор заставляет. Ну, это ваше право, вы можете нас, если вы сомневаетесь в республиканской комиссии, но еще раз говорю, это выше нас, коллеги, поэтому, ну, возможно, у нас заключение чуть-чуть отличается. Нету. То есть, если прошли комиссию, то оно на всей территории Российской Федерации действует, любая комиссия. И почему просит, я не знаю, правда, не буду комментировать, возможно, с каких-то своих соображений, не знаю, правда. Ага. Центральная комиссия, она обслуживает всю республику Улусы, да, а территориально мы 2 комиссии обслуживаем только город Якутск с городской пропиской. 2 комиссии, но центральная комиссия, но они очень редко наших городских детей берут, они в основном, они берут, когда вот у них, они не в командировке, когда вот у них есть наличие свободное, они берут. Да, когда вы собрали все документы, Да, где-то так должно быть. Я говорю, мы сейчас вот просто у нас первоклассники начали записываться в конце декабря, да, вот кто в конце декабря мы уже посмотрели, половина января мы посмотрели, да, скорее всего, через месяц вы попадете к нам. Поэтому... Ладно, первый, второй вариант они получают. А третий и четвертый между ними градация. 4-й вариант, 3-й вариант – это дети с легким интеллектуальным снижением, а 4-й вариант – это дети по СИПАР, то есть очень тяжеленькие детки, да, понятно, которым именно индивидуальная программа развития. А у детей с вариантом 1 или с интеллектуальным снижением, они осваивают учебную программу. 3-й вариант осваивают. Да, но только вот по интеллектуальному снижению, по ФГУСам расписано, у них отличается программа очень сильно, поэтому аттестат, то есть ребенок, кстати, я вам так скажу, чтобы вам понятно было, да, что ребенок, который с интеллектуальным снижением идет по варианту 1, он заканчивает 9 класс, ну, примерно освоивший так 5-6 класс, понятно, да, то есть у них нет таких предметов, как география, физика, химия, у них простые предметы и все. Давайте вот вариант 1 объясню. Вариант 1 у них более с основой, если вы АОПа посмотрите, да, вариант 1 это для детей с интеллектуальным снижением, у них более на трудовую направленность, на социализацию занятия. То есть и вариант 4 по СИПАР то же самое, чтобы эти дети умели социализироваться в обществе. Вот основная задача вот этих вот программ. Это понятно, да, тоже? После 9 класса
вариант, они там написали, ну, если По речь- профессиональному, да. Смотрите, вот у нас есть, к сожалению, только одно образовательное учреждение. Оно находится по Сергеляху, да, если я не ошибаюсь. Но у них очень узкие такие программы. Мы ставим вопрос, мы тоже взаимодействуем. Вот у нас есть вот наши уважаемые Харысхал, которые тоже, кстати, над этим работают, чтобы нашим детям было куда поступать. Но у нас не очень большой выбор. Я знаю, что в последнее время, опять-таки, с работы с родителями у нас хорошо обратная связь налажена. Очень многие в Новосибирск едут. Вот там шикарные просто они программы сейчас открыли для таких ребятишек, шикарные специальности. Я вот знаю, что в Новосибирск уезжают многие. Но с этим в Якутске, да, проблема. Мало специальностей именно для такой категории детей. Да, пожалуйста, добавьте меня. Иногда родители думают, что приемная комиссия может взять российский вопрос при вступлении, при подаче, при прохождении экзамена. Поэтому, начиная с мая месяца до сентября, мы разворачиваем вот эту деятельность, соответственно, с юристом. То есть я как психолог, я раньше работала в Евро, я ориентируюсь в колледжах, в специальностях. Но если возникает сложность подачи документов, какие-то есть спорные вопросы именно по зачислению документов, то мы подключаем юриста. И эта работа стала более продуктивна, потому что вот кейсы прошлого года, да, кратко. Ребенок говорит, но говорит мало, и на прохождении медосмотра его ничего нет. Его часть не решает. Это не чисто норма, все хорошо, физически ребенок крепкий, просто вот, не может разбираться ничего. И вот как бы вот такой кейс был, и другой кейс, ребенок в взрослом возрасте потерял зрение и хочет поступить на дизайнера, но в 3D рисует плохо. Но рисует в целом хорошо. Но ясно, понятно, что убедительные, конечно, сложно было бы оценивать, но тем не менее, при подключении юриста, тут тоже вопрос, что ребенок. Это как бы вот все в таком индивидуальном, у всех индивидуальных каких-то сложностей, поэтому нужно решать конкретно за каждый закон. А как у нас такие действия могут быть? ну, по федеральному Это закону одно, а можно. там Но если при желании, если есть аттестат, а если со справкой, Если то есть да, аттестат, да. со справкой Если там есть возникает. нет, но со справкой немного регулярно читает приказ, который спускает непосредственно сразу в эти школы. Допустим, в этом году это было учреждение Ну, то есть они там определенное количество мест дают, но я еще раз говорю, некоторые родители, вот, допустим, для успешности, вот я просто не то, что я вам рекомендую, или этот вот, я и сама Новосибирск открывала, прям они молодцы, там они целую программу создали, вот у них очень много интересных специальностей именно. Для таких детей я знаю родителей, которые действительно уехали туда учиться с такими детишками. Это понятно, да. Но я думаю, что вот Харыскал, я знаю, они очень давно, особенно вот для детей с аутизмом, да, они очень давно с этой проблемой пытаются ее решить и всячески выходят на организации. Я знаю, что у вас очень сильная работа по этому идет. У нас опять же, да, обучение к родителям. Вот Минобру вместе с Минтруда было бы дано задание провести опрос среди родителей потребностей краткосрочных программ для ребят, которые закончили сеть. Но обратной связи нет. Вот когда мы говорим, что нужно создавать программы, если мы не можем подтвердить наши потребности, мы получаем отказ. Вот на сегодняшний момент, к сожалению, мы не получили обратной связи именно от родителей по поводу того, какие нужны краткосрочные программы. Ну, это, я думаю, вам на 4-ю, 34-ю школу все-таки надо усиленно выйти. То есть на 9 классы, я думаю, там у вас будет очень хорошая связь. То есть вы можете напрямую к ним выйти, провести там родительские собрания. Там родители, я вот из моего опыта, я просто работаю с такими родителями, очень заинтересованы. Просто надо на них напрямую выходить, потому что у родителей, вот мы часто к нам приходят родители, особенно у нас бывают мамочки, да, которые прям вот
с ребятишками, наверное, вам знакома такая категория мамочек, которые прям замыкаются в себе, да, вот с ребенком тихо, с дом, семья. И вот прям хорошо, что у нас есть такие организации, как Харыскал, да. И вот мы прям маме рекомендуем, выходите в люди, советуйтесь с другими родителями, как, что. И хорошо, что вы здесь объединились, что вы, наверное, многие друг друга знаете, потому что мы тоже связь держим, когда сообщество родителей есть. Мы тоже для себя много узнаем, и некоторые родители даже со мной переписываются потом, потому что и хорошо, когда вот есть такие организации, которые как раз-таки объединяют вас, родители, потому что у родителей очень большой информационный голод. Да? И часто мама, которая, имеющая такого ребеночка, очень часто даже вот не знает, куда обратиться, в какую организацию, кто ей поможет, какие есть специалисты, что вообще делать, и поэтому чувство непринятия часто такой ситуации, да, поэтому очень хорошо, когда вы объединяете такие сообщества, и мы всегда говорим, благодаря таким сообществам вы можете регулировать как раз-таки вот открытие новых коррекционных классов, открытие каких-то, строительства школ, вот как 4-я коррекционная школа, там родители, господи, сколько лет, это можно памятник там родителям, но они же выходили из строительства новой школы. 34-я школа сейчас тоже будет большой кластер строиться, тоже там благодаря родителям, которые просто били в тревогу, потому что в таких условиях, да. Но вы поднимите руки, кто знает, где находятся коррекционные школы какие. Не на этом останавливаться, 2 родителя, да. А я сейчас скажу, родители запишут, потому что, в принципе, у меня тут фиксации нету. Смотрите, у нас существует только 3 городских школы. Я про городские говорю. Это 22-я коррекционная школа. Она находится Рединского 5. Это та школа, которая осуществляет обучение по программе 7.2. Конкретно. У них в школе, насколько я знаю, около 200 человек, точные цифры я не помню. И вот разговаривая с директором школы, просто у них очень большая востребованность. К сожалению, каждый год они только задумываются, открывают только 2 первых класса по 14 человек. Все их возможности, потому что в том году они открыли 1 дополнительный класс, но в этом году я вот с директором школы, мы общаемся очень тесно, она сказала, возможности нету, только 2 первых класса будут. 34-я школа находится на Билибина, адрес точно не помню, но можете в 2GIS посмотреть, там 2 вида детей обучается. Это ведущий вариант 7.2 и дети с вариантом 1. У них 2 здания, одно на Билибина находится, это бывшая 18-я школа, там обучаются дети с вариантом 7.2, но так как они еще интернат, то у них интернат и дети с вариантом 1, то есть с легким с интеллектуальным снижением, обучаются временно на Вилюйском тракте, школа для слабовидящих, знаете, да, эту школу, видели, такая красненькая, новенькая, по Вилюйскому тракту стоит. Вот там их 2-й филиал находится. У нас все школы как бы размещены временно, потому что ждут строительства новых школ. И 4-я коррекционная школа, она находится, их пустили в 25-ю школу, начальное звено, их дав несколько кабинетов. Там учатся дети с вариантом 1 и с вариантом 2. Если дети, вот часто у нас вопросы задают с ДЦП, допустим, да, то мы рекомендуем как раз эти коррекционные школы. А что касаемо детей с вариантом, с нарушением опорно-двигательного аппарата, сразу говорю, школ для них у нас нету в Якутске. Ни республиканских, ни городских. Это республика. Я про городские сейчас есть, да, республиканская школа речевая. Очень часто родители, давайте я вам так чуть-чуть градацию, потому что очень часто к нам родители приходят и говорят о том, что мы хотим речевую школу. Уважаемые родители, сразу вас нацеливаю на то, что в речевой школе обучаются дети только с задержкой речевого развития, не психического. Очень много времени уходит у нас родители убеждать о том, что это не ваша школа, то все, там обучаются дети только с речевыми нарушениями. То есть если психиатр только речевые нарушения поставил, значит мы обязательно пропишем вариант 5.2. Если же психиатры, да, и специалисты вам ставят задержку психического развития, это не есть вариант 5.2, это уже вариант 7.2. Психиатр не поставит психоречевого в 7 лет. Интеллектуальное снижение – это вариант 1, мои хорошие, это вариант 1.
с 10 декабря до 10 марта. Вы будете смотреть на диагнозы, да? Или вы можете свое увидеть и поставить... Смотрите, объясняю, очень хороший вопрос. Да, ничего страшного. Потому что если смотреть на мою дочь, да, то первым взглядом... Аутизм вы имеете в виду? Я не ходила и в Казакова, и везде там нигде он не ставит, да, интеллектуальное снижение, да? Она немного недопонимает речь, и речь нет, да, речь стала появляться. И, в принципе, вот, меня это беспокоит, потому что, ну, если вариант один пишут, как бы вы смотрите, потому что у меня ребенок такой, он может, ну, не захотеть что-то делать. Мы, конечно, готовим сейчас видео, да, с видео. Вот, вам видео на телефоне. На телефоне достаточно. Вы очень важную тему затронули. Ну, во-первых, что касаемо первой части вашего вопроса, я не экстрасенс, я вашего ребенка не видела, поэтому комментариев у меня нету. Смотрите, давайте с двух, вы очень важные аспекты затронули, да, молодцы, спасибо. Смотрите, да, родители часто приходят, уже такие настроены категорически, мы будем опротестовывать. Что происходит, когда происходит конфликтная комиссия, конфликтный случай с родителем, да, или мы, как вы сказали, видим, что, ну, вот мы не согласны с решением психиатров, но вы обратили на мои слова, что мы диагнозы не ставим в рамках комиссии. Наши действия, сразу говорю, мы можем и имеем право отправить на дополнительное обследование. В чем оно заключается, уважаемые родители? Этого слова пугаться тоже не надо, очень многие пугаются. Это заключается, что мы отправляем на ИПИ клиническому психологу. Что такое ИПИ? Опять-таки я вам по полочкам разложу. Многие, кстати, его проходили уже. ИПИ это, да. Ну вот смотрите, я вам на ваш вопрос отвечу, да, ИПИ – это когда психолог определяет уровень интеллекта. Потом с этим ИПИ родители идут к психиатру, и психиатр назначает ВК, врачебную комиссию, где будет не один психиатр, а 3 психиатра. И вот они вам окончательно ставят диагноз, на который мы должны опираться. В случае, если родители не согласны с нашим мнением, или, допустим, вот как мама говорит, там что-то в диагнозах, да, и я вот не, ну там, смотри, действительно сложно комментировать, да, не видя ребенка, поэтому я просто вот все алгоритмы. Второй вопрос, который вы затронули по поводу вот как подготовить родителей такого ребеночка на комиссию. Помните, я сказала вам очень важные слова. Во-первых, да, вы напомнили мне очень важное правило, которое мы просим от стеснительных, там, не говорящих ребятишек. Мои специалисты всегда, вот Раиса Александровна всегда обзванивает родителей, говорят, пожалуйста, предоставьте видео, чтобы мы увидели, потому что у нас ребенок один, а третий вариант развития, когда ребенок ничего нам показать не можем, мы договариваемся прямо с отдельным кабинетом и дополнительную комиссию еще назначаем. То есть мы всякие варианты ищем, чтобы увидеть, какой ребенок на самом деле, да. Поэтому мы родителей просим, чтобы они приходили к нам на комиссию спокойные, чтобы ребенок был выспавшийся, не болел, чтобы, да, прямо и специалисты заранее предупреждают. То есть понятно, да, в спорной, что мы делаем, куда отправляем. То есть все будет зависеть от решения. Давайте посмотрим, потому что тяжело. Я всегда родителям говорю, мы не экстрасенсы, заранее детей видеть не можем. Слушаю вас. Угу. Психиатра? полной обстановке, это что он делает. То есть он ребенка, потому что он как бы грустно стал, да, немножко я так заметила, есть такой
Может растеряться, да? Угу. Соответственно, он например, тогда видео именно Домашних. Можете знаете, вы можете на свое усмотрение, можете у нас бывает родители и то, и другое показывают. Это одно. Во-вторых, исходя из наших вот, что касаемо вот многих опасений, что ребенок не раскроется, не так покажет. Поэтому у нас смотрит 2 или 3 специалиста, да, и в разных кабинетах. У нас как-то очень мало случаев, честно говоря, чтобы ребенок не раскрылся, мы не увидели. Специалисты у нас очень опытные, с высшими категориями, поэтому как-то находят подход и станцуют, и спляшут. И под партой было такое, посидим. Мы постараемся находить подход к каждому ребенку. Ну, по крайней мере, у нас очень редко, и то, когда вот ребеночка больного привели, вот бывало такое, да, мы переносим, или вот ребятишки с аутизмом, тем более сочетаемые какими-то дефектами, ну, сложненькие, конечно, их тяжело в один раз обследовать. Поэтому не переживайте, мы каждому подходим индивидуально. По крайней мере, вот по работе наших 2 комиссий, как-то вот у нас с родителями очень хорошие отношения, и думаю, что будут дальше продолжаться эти отношения. Мы очень часто поддерживаем обратную связь. Да, к сожалению, основная проблема у нас очень большая очередь, и мы родители прекрасно понимаем, но вы бы знали, чего стоило только открытие 2-го состава. Поэтому то, что 2-й состав открыли, мы работаем уже 2 года, это просто чудо, потому что это все очень тяжело. Да, мы знаем, что у нас вот родители, которые не первоклассники, знают, что у нас 3 месяца надо в очереди ждать. И вот мама правильно сказала, может быть, в республиканскую легче по этот. Но мы все возможное делаем, чтобы этого сокращать очереди. Мы работаем, помните, если даже кто давно нас знает, мы даже летом не работали, сейчас мы летом работаем. Поэтому, милые наши родители, мы делаем все, чтобы вот прям вот лучшее качество наше сделать, чтобы родители быстрее к нам попадали, но, к сожалению, очень много не от нас зависит, к сожалению. Угу. Вопрос. Ну, это не вопрос, у меня просто звучит как комментарий, но, возможно, есть вопрос. При прохождении инвалидности нас предлагали обязательно проходить КМПК для МСЭ. Я думаю, что вопрос заключается в том, что МСЭ часто запрашивает КМПК выписку, получается КМПК до обследования, и пока стоит очередь, проходит 4 месяца, и вот все затягивается. Как в этом случае? Ну, я вот конкретно вопрос, да, есть такое, потому что вот у меня родители даже часто спрашивают, а как же вот вы говорите, что нас никто не должен заставлять проходить ПМПК, а МСЭ нам говорит о том, что ваше заключение является действительным. Уважаемые родители, вот это какой-то вот юридический коллапс, что ли, происходит, но просто МСЭ мы не можем, как бы мы отдельная организация, да, и мы не можем, конечно же, их нормативку вот регулировать, да, и говорить о том, что вы требуете с родителями, это неправильно, потому что они нам тоже говорят, а вот у нас есть свое, о том, что должно быть обязательно ваше заключение. И до какого-то определенного момента у нас, в принципе, мы справлялись, но сейчас нам отправляют всех от 0 до 18, поэтому если раньше у нас, вот правда, комиссию месяц только была очередь, то сейчас 3 месяца, потому что МСЭ стали отправлять нам всех. Да, родители теряют время, но просто нас завалила работой МСЭ, так сказать, поэтому у нас такие большие очереди, ну здесь ничего не поделаешь. Вот смотрите, на наш город Якутск, допустим, в Алдане там 1 комиссия, насколько я знаю. Вообще на город Якутск, знаете, сколько комиссий должно? 9 комиссий быть. 9-10 комиссий по смыслу. Тогда, возможно, бы такой очереди не было. Но наш учредитель управления образования, ну, все говорят о том, что, к сожалению, недостаточно финансирования, чтобы открыть вот этих 9 комиссий. Поэтому мы страшно радовались, когда 2-ю комиссию открыли, мы до сих пор радуемся, да, потому что, представляете, если бы не было 2-й комиссии, так вообще бы, получается, сейчас бы 5 месяцев была бы очередь, 6. Поэтому страшная проблема, и она по всей России, кстати, у всех существует, потому что везде, во всех городах такая очередь. В Нерюнгри сколько стояли в очереди на комиссию, если не секрет? Мамочка. Да. В Нерюнгри сколько на комиссию стояли на очередь? 2 месяца? Ну, хотя мы с нерюнгринскими коллегами общались, у них сейчас тоже эта проблема возникла. Мы с района хотим переехать, да, но пока еще не прошли. Если пройдем здесь у себя вот,
в том месте, где проживаем, а потом приедем в Якутск, примут в городе. Да, еще раз, уважаемые родители, подчеркиваю, говорю о том, что где бы ребенок не прошел ПМПК, оно будет действительным. Другой вопрос, я не знаю, почему школы требуют, или наше именно городское заключение, мы тоже часто слышим. Но это не любое заключение, оно будет во всех регионах действительно, проходить не надо, достаточно в УЛУСе пройти. Следующий вопрос. Как быть, если компьютер, вопросов, а как быть, если прописан компьютер заключение ПМПК, но школа не предоставляет компьютер, говорят, что нет ставки, нет штатной единицы? Как быть, куда обращаться ребенку в компьютер? Через управление образования все. Если... Ну, это все в рамках школы, в рамках консилиума, в рамках вот именно школы должны решать, потому что у них своя структура, они, возможно, пойдут навстречу и возьмут свой штат. Потому что, уважаемые коллеги, тут тоже школы и садики мы не можем осуждать, потому что действительно очень голод кадровый ощущается. Рады бы школы тьюторов брать, рады бы они ассистентов брать, рады бы они логопедов и дефектологов брать. Ну, просто очень дикий прям голод на таких специалистов, очень дикий голод, потому что, к сожалению, не хватает их. Я знаю, вот, при всем уважении вот, к садикам, я просто общаюсь с директорами школ, мы общаемся с директорами садиков, да, с заведующими. Они говорят, мы готовы, мы согласны взять хоть сейчас, мы хоть двух. Школы вообще плачут, потому что у них логопедов нехватка просто бешеная. У них вакансии вывесены, действительно. Некому работать, к сожалению. Это даже не вина школ, я не знаю, просто вот такой кадровый голод у нас возник, поэтому, да, тьютор, это все внутри школы надо решать с директором, потому что он владеет штатными единицами, штатным расписанием, какими-то финансовыми этими, вправе, мне кажется, в рамках школы решить этот вопрос. Есть вопросы, сразу есть комментарии к вопросу. Например, у нас нет практики, мы хотим попасть в определенную школу, но у ребенка есть инвалидность. Только вопрос по адресу, и вот сразу идет комментарий. Инвалидность не дает льготы на поступление в школу, читала на сайте. Я вот вопрос чуть-чуть не... Инвалидность, тут, знаете, очень много составляющих. Инвалидность по какому заболеванию, что, как? Нет, у детей с инвалидностью есть какие-то, и когда при поступлении в школу, естественно, они же указывают, да, по-моему, что есть инвалидность, нет инвалидность. Какие-то параметры, очень такой сугубо, там надо вообще индивидуально рассматривать, что конкретно мама, какие льготы захотела при поступлении, что конкретно. Следующий комментарий: моему сыну ДЦП доставили, все делать сам. Но не знаю точно, ли это ДЦП, на ДЦП не похоже, но речь на невнятно, некоторые буквы не договаривают. Такого ребенка в какую школу отдать, обязательно из списка берут. Вот хороший вопрос, конечно. Насчет того, что правильно, неправильно, опять-таки, не видя ребенка, не видя его документов, я комментировать не могу. Насчет того, что если мама не согласна с диагнозом ДЦП, она может обратиться в свое медицинское учреждение, протестовать это к своему жилищному врачу, это другой вопрос. А насчет того, что там у мамы какая постановка была, опять-таки, концовка? Прописка. Смотрите, в коррекционные школы, уважаемые, вот очень хороший вопрос, да, в коррекционные школы берут не по прописке. 34-я, 4-я, республиканская, речевая школа, они берут согласно нашим заключениям. Как у них будет в этом году производиться запись, то, уважаемые родители, тоже очень важно, мне прям натолкнули на мысль, я уточнила при встрече с вами все-таки, потому что запись у них как такая была шатка, каждый год разная. В этом году они будут проходить, опять-таки, запись будет производиться как массовые школы через госуслуги. Но основным, чтобы туда записаться, чтобы у вас было наше заключение на руках. Потому что они вас будут приглашать на собеседование, будут просить наше заключение ПМПК. Это понятно, да? То есть туда запись начинается, как и во все массовые школы. Но записываясь, помните, если у вас нет нашего заключения, вас пригласят, то вам могут отказать. Понятно, да? Угу. Нет такого понятия, вот прям вот конкретно, что мы отправляем в какие-то коррекционные школы.
Смотря какой вид у вас тоже же, от этого зависит. Помните, ну, вы, конечно же, не для речевой школы, если 8.3, 8.4, конечно же, это коррекционная школа, которая работает с интеллектуальным снижением, это 4 или 34 или 34. 8.2, опять-таки, вот у нас вопросы, да, были встречи, вот как раз-таки меня коллега поддержит, на собрание проводила управление образования, да, по детям с аутизмом. И, по-моему, вот я поняла из разговоров с родителями о том, что в управлении образования вообще по любому виду 7.2, 8.2, 6.2 идет такая тенденция, они будут вам рекомендовать, скорее всего, в этом году по месту жительства идти в школы. Да, по месту жительства. Никаких ресурсных классов. Ну, а 8.3, 8.4, знаете, еще я думала, что в этом году, 2 года назад, я забыла упомянуть, есть такая 28-я школа коррекционная, она республиканская как бы, но они вот 3 года подряд принимали детей с раз 8.3, 8.4, и там родители просто безумно были довольны, правда были довольны. Но в этом году я узнавала, и мне мама сказала, что они ресурсный класс такой вот до 8.3, 8.4 открывать не будут. Там с вариантом 1 были дети, да, они были как интернат, но так как у них прям вот уже нехватка была школ для 8.3, 8.4, с вариантом 1 они 3 года подряд брали таких детей, и родители были очень довольны. Но в этом году у меня есть информация, что они сказали, брать не будут, у них не будет в этом году ресурсного класса. Поэтому, уважаемые родители, я вас на одно настраиваю. Когда вы столкнетесь с такой проблемой, да, что, допустим, обратитесь в коррекционные школы, да, и вам будет отказано из-за нехватки мест, обращайтесь в управление образования. Все будет зависеть от вас. А вот такой вопрос есть. Чуть ниже я его еще Следующий вопрос. Ребенок, вы, несмотря на то, что вы говорили, я все равно проговорю. Ребенок сразу видит 8, не получает аттестат. По какой классам идет обучение? И следующий вопрос, есть ли на школе? Для слепых республиканские школы есть, они запросто туда попадут, потому что если они имеют инвалидность, для слепых детей есть республиканские школы, и их, по-моему, 2 даже. А что касается 8.3, то там ФГОСы, также они 9 классов заканчивают по ФГОСам, если 8.3. Здравствуйте, есть ли разница между программами 7, 2, 8, может быть, по вида ребенка? Нет. 7.1, 7.2 это для детей с задержкой психического развития, 8.1, 8.2 это для детей с аутизмом. Вот у мамы тут вопрос прозвучал, да, вообще, уважаемые родители очень часто путают. Родители к нам приходят и говорят, вот даже госпожа Казакова, я ее очень уважаю, конечно, но вот иногда родители у нее, например, вот нам она сказала, что у нас аутизм. Уважаемые родители, запомните, пожалуйста, диагноз аутизм ставит только психиатры. Только врачебная комиссия, другие варианты не рассматриваются. То есть если нам приносят именно после ВКК все официально оформили, значит, у ребенка аутизм. Аутоподобное поведение, очень часто родители тоже нам, вот у нас аутоподобное, оно не входит в реестр, что ребенку мы поставим аутизм 8.1, 8.2 или 8.3. Это понятно, да, тоже? Никуда. Специальные условия психолог пропишет соответствующий, допустим, да, вот это вот будет учитываться. Да. Ну, сейчас градации, знаете, вот чуть-чуть вот сместились, и 7.2, они стали меньше говорящие. Сейчас дети... Понимание. Потому что, вот, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что в последнее время у нас чуть-чуть дети перестали вообще не говорящие, да, плохо говорят. Опять-таки, я вам говорю, я вам не экстрасенс, ребенка не видела, поэтому я не могу так, я не Алан Шамагданов налево и направо. Есть, ага. Потому что это актуальный вопрос.
Моя хорошая, я понимаю, что вы все переживаете, что вам предстоит пройти нашу комиссию, но очень тяжело, опять-таки, на расстоянии, не видя деток, не видя документы, что-то говорить вот конкретно по какой-то неэтично будет. Поэтому давайте комиссии подождем. Слушаю вас. Задержка речевой, когда психиатр ставит там расстройство речевой артикуляции, допустим, да, чисто. Да, республиканская школа, они в этом году тоже большое счастье. Мы всегда так радуемся, когда какая-то новая коррекционная школа открывается. Вот у них в этом году открылось прям здание новое, мы прям так рады за них были. По Покровскому тракту. Смотрите, давайте я вам так на простом примере объясню. Вот ребеночек родился, поздно заговорил. Вам всем ставили в 3 года, скорее всего, задержку речевого развития. ЗРР даже некоторым ставили. Потом смотрите, ребеночек поздно заговорил, что-то какую-то помощь недополучил. И получается у него со временем, если речь не компенсировалась, возникает задержка психического развития. Это как пирог, знаете, одно на другое наслоилось, и все-таки ЗПР. Поэтому родители часто спрашивают, вот 4 года нам поставили ЗРР, а тут уже ЗПР 7 лет, да? И вот мы объясняем, что вот как раз-таки это вот исходящее одно. Дети сейчас очень поздно стали разговаривать, начинать говорить, да? И в 4 года мы всегда родителям объясняем, вот почему мы с вами вот беседовали, Расхала сказала, что приглашайте нас не только для будущих первоклассников, приглашайте нас и для ранников, приглашайте нас и для начального звена, потому что вот оно все одно из другого исходит, да. Поэтому если у ребенка была ЗРР, запросто потом через какое-то время будет ЗПР. Задержка психического развития или, как психиатры пишут, смешанное специфическое расстройство психического и речевого развития. Или у психиатров есть постановка, если ЗПР, да, другие органические расстройства вследствие дисфункции головного мозга с когнитивными нарушениями. Вот это вот ЗПР, я вам уже с психиатров. А если психиатр сейчас пишет другие органические расстройства с дисфункцией головного мозга с интеллектуально-мистической недостаточностью, то это уже интеллектуальное снижение. То есть ни один психиатр сейчас, поэтому я всегда родителей призываю, когда они проходят ВКК, и родители часто думают, нам просто поставили задержку, то есть они не понимают, чем отличаются другие органические дисфункции с когнитивным снижением от интеллектуально-мистического снижения. Вы тоже должны четко эти диагнозы знать и спрашивать у врачей-психиатров, потому что очень часто мы вынуждены родителям, прямо вот как сейчас я вам по полочкам раскладываю, это вам психиатры должны вот так по полочкам объяснять тоже. Ну, может, времени не хватает, да, может, действительно на нас, чтобы... Ну, значит, у вас такая динамика хорошая. У вас по... Мы же можем речевую школу? Ну, навряд ли. Навряд ли. Ну, это тоже... А вам прописала комиссия республиканская, если не секрет. Там надо заключение смотреть. У вас вообще... Вас не возьмут они? У вас интеллект норма вообще 2.1. Все, в массовую школу. Они вам в спецусловиях занятия с логопедом прописали? Ну, а логопеда? Почему-то не прописали, а ну, я потом заключение посмотрю, подойдите, тяжело комментировать тоже. В речевую нет, 2.1. Уважаемые родители, внимательно меня слушали. Вариант 1 – это обучение в массовой школе со спецусловиями. Речевая школа берет только 5.2. Там же много кохлеарников учат. Я судить не буду, не знаю, не этот, потому что, опять-таки, вот меня когда спрашивают, вот тот ребенок там учится, тут это мы же, я не знаю, мне тяжело комментировать, я же не видела этих детей, родителей, что там прописано, не знаю. Угу. И если позволить еще немножко рекламы, в конце марта мы проведем вебинар с специалистами из комплекса диагностики, и вот врач-невролог ответить на ваши вопросы. Дело в том, что у нас есть некоторое разночтение в понимании вопроса задержки, и в целом, если мы говорим про медицинскую историю, то задержка всегда компенсирует. Ну, условно говоря,
как бы она не может длиться долго. Ну, вот вы же поддержите меня, не может просто быть задержка. Ну, вообще, одно время ведущие психиатры говорили о том, что задержка психического развития должна компенсироваться к 10 годам. Вот. То есть и после как бы, такого уже... Да? Ну, потом, судя по исследованиям, которые провели наши уважаемые коллеги, Иркутск, Новосибирск, Москва, что-то они засомневались в этом. Правда, есть исследования, что вроде как и не компенсируется задержка психического развития. На развитие сенситивных они тоже верят в исторические функции. Если речь не вызвана функцией 10 лет, то ну вот, в общем, родителям нужна. Как раз, да, вот эти вот вопросы вы, уважаемые родители, можете задать по диагнозам, какие вам ставят врачи. То есть врачи тоже, ведь мы владеем перевод медицинское. Почему у нас психиатр сидит в комиссии? То есть вот он нам как раз переводит медицинские диагнозы на педагогические. И вам тоже должны это тоже разъяснять на ВКК. И если решается судьба ребенка очень часто на ВКК как раз, да. И вот вам психиатры тоже, уважаемые родители, я просто призываю вас, не будьте равнодушными, спрашивайте там все на местах уже. Потому что, да, психиатр, если устанавливает вам окончательный диагноз, если вас отправили на ВКК, будьте добры, вот все подробно расспрашивайте, чтобы вам было все понятно. Ага, вопрос там. Следующий вопрос. Ну, я так понимаю, что все вопросы связаны с конкретным ребенком. Допустим, вот ребенку поставили 8 баллов, в какую школу поступает. Если не будет мест в коррекционной школе, что делать? И как поступающие дети в классе? Управление образования должна с каждым ребенком, у них есть такая функция, да, они имеют на это полномочия, потому что это мы можем рекомендовать. Вот я могу порекомендовать 22-я школа, вы пойдете завтра, и там мест не будет. Управление образования решает с каждым индивидуально родителям. По комплектованию, вот я же вам еще раз объясняю, в 16-й школе родители настояли, в 16-й школе открыли коррекционный класс. Мои хорошие, я всегда на любой комиссии родителям говорю, вы очень громадная сила, уважаемые родители, поэтому вы имеете права, поэтому добивайтесь от управления образования. Управление образования, по крайней мере, я знаю, дружит с нашими родителями, идет всегда навстречу. Вот недавно с Расниками было, да, вот родители... С ДЦП, я знаю, у них куча проблем тоже. У них вообще школ нету, они бедные маются всегда. У них даже нет мало школ, которые приспособлены под их... Поэтому у них тоже, у каждой категории, у расников тоже куча проблем, у НОДа там тоже проблема, у ЗПшников проблемы, что школ не хватает, они в массовые школы идут с содроганием, потому что там нет специалистов, большая наполняемость, поэтому проблем очень много, и я думаю, что вот если будут вы такими будете активными нас приглашать, мы же тоже обращаем внимание управлением, мы выступаем везде, мы говорим, у нас есть федеральный центр московский, да, по МПК, где мы тоже участвуем на совещаниях. Поверьте мне, это вот такие проблемы по всей России, к сожалению. Но я думаю, даже когда в 2016 году выпустили ФГОСы для детей, адаптированные, их раньше не было, представьте, до 2016 года, мы так сильно радовались, потому что это уже прогресс. И сейчас опять-таки вот вышли, я уже сказала о том, что вот недавно на днях в конце января подписали наконец-то федеральные адаптированные программы дошкольников, а то они были премьерные до этого, поэтому все равно что-то делается, работа ведется, и таких вот, как общество, как Харыскал, мы, коррекционные школы, там тоже неравнодушные люди сидят, и они тоже говорят о том, что мест не хватает, поэтому мы решаем проблемы, пытаемся. Вопрос. Сколько лет обучаются дети с программой 8.4 обучения в начальных классах? 6 лет получается. 5-6 лет. Там сугубо по СИПР опять идет. Почему индивидуальная программа развития, вот она СИПР называется, потому что там индивидуально на каждого ребенка посмотрят уже, какие навыки у него будут, как, что, чего он добьется. Это вот и есть индивидуальная программа развития. Угу.
Можно я вопрос? Ага. Было очень хорошо, вот сейчас в книге, да, там, Мгм. кого относят к ментальному нарушению? Ну, ментальное нарушение, это, знаете, такой условный тоже критерий. Мы предпочитаем вообще во всех по дефектологии, везде мы все-таки предпочитаем ТМНР использовать, тяжелые множественные нарушения. Развитие, вот вы любой сейчас учебник откройте по дефектологии, любой специалист вам скажет, ментальные нарушения сейчас уже нет такого. Все-таки ТМНР ближе. В любом этом, и даже вот в ФГОСах, если вы откроете, да, по варианту 4, ТМНР, будет везде понятие ТМНР. Ментально оно как это понятие, так же, как и раньше, вот многие понятия уже уходят вот по ЗПР, если по я говорю, вам просто психиатра надо приглашать, вот просто, вот правда, вам не невролога, психиатра надо хорошего. Я вам даже могу порекомендовать Касьянову Юлию Алексеевну, она в рамках нашей комиссии работает, она очень хорошо ведет как раз вот такие вот встречи с родителями, но там загвоздка, что она работает до 1 апреля. Вот успеете, если ее перехватить, вот на днях она в Инстаграме, вот она как раз в рамках нашей комиссии работает, чтобы вам наглядно перевели вот эти вот диагнозы, потому что она как раз-таки занимается этим. То есть ведущего специалиста комиссии надо выйти на нее. Возможно, она согласится вот как раз вот всем родителям, которых вы соберете, все по полочкам разложит и очень много по ВКК вам ответит. Вам надо вот такого специалиста. У родителей тоже во врачебном тоже такой голод информационный, поэтому возьмите на заметочку себе. Угу. Вопрос. По ПМПК у нас ТНР хотели бы в новую коррекционную школу в мае, в этом году будет 6 лет, к сентябрю нам будет 6,4, можем ли мы подать документы? Надо ли нам пройти ПМПК перед школой в 6 лет? Они в речевую школу как в нулевой планируют класс? Я так понимаю, да, 6,4. Там... Ага, там такое понятие нулевой класс у них есть, в принципе, они могут нас пройти. Угу. А речевой. Поэтому пусть мама собирает документы все и обращается к нам и записывается на комиссию. Ага. Ну, я одна из родителей, проходили по вопросу открытия ресурсов. Угу. И там Аполлон, на начальном управлении, он сказал, что ресурсные классы только для детей с аутизмом. Там занятно, а вы сказали, что ресурсные классы. Я говорю, нет, я не говорила так. Ресурсный... Класс, это не только для детей. Я же вам еще... Вот тут, понимаете, каждый по-своему может истолковать. Почему? Еще раз вам говорю, нету ФГОСов понятия ресурсный класс. И каждый специалист может вот вам сказать для 7.2, он скажет, ну, а где это прописано? А я вам скажу, что нигде. Но условно родители добивались ресурсных классов именно для детей с аутизмом. Но если вы мне скажете, где это прописано именно, я вам так опять скажу, что нету в ИГОСах, в адаптированных программах понятия ресурсные классы. Я не могу вам конкретно сказать, где это прописано. Понимаете? Нету ни положений ресурсных классов, ни требований к ресурсным классам, ни санпинов нету к ресурсным классам. Даже школы уже начнутся в апреле, и они нас попросили там, передать им детей, которые в очереди. То есть, если они в феврале подали документы, в марте и в Ну, мы же не первый год работаем с управлением образования. Вы знаете, что это вы такие молодцы, умнички. У нас родители будущих первоклассников до конца августа идут, понимаете? И управление образования... Не в одной школе, 28 а по месту проживания детей. И они хотят компоновать. Они будут до 1 сентября компоновать эти списки, потому что будут родители идти до 1 сентября. У нас вот буквально мы в начале сентября еще смотрим, потому что... Ну, смотрите, ну... Ага. Нет, смотрите, они вот ваши списочки возьмут, я так думаю, какая вот структура развития событий будет. Но это по моему предположению. Они возьмут, допустим, по месту жительства, в какой школе массово относитесь? Я
Я Тулагинская школа. Вот они... А зачем они списки собирают? И куда они вот вас? Я не знаю, правда. Но по смыслу, я думаю, если вот вы... Мы не будем их... Мы физически не можем вас посмотреть в течение месяца. 70 с лишним человек. Это физически невозможно. И родители к нам приходят и приходят. Я говорю вам, на тот момент, в том году, мы посмотрели 200 с лишним детей первоклассников. То есть это невозможно за месяц посмотреть. И они будут до 1 сентября буквально идти. Кто-то потом с реабилитации приезжает, кто-то на реабилитацию уезжает. Вот у нас есть случаи, мы на комиссию приглашаем. Они говорят, мы на 3 месяца на реабилитацию уехали, да, они приедут еще. Эти списки будут без конца дополняться. Это вам... Они уже с апреля должны начинать работать. Предварительные списки им сдавать, я думаю, что я не знаю управления. Мы с управлением образования, это не наша компетенция, мы можем только направлять. Нам надо просто содействовали, пораньше наших детей рассмотреть. Моя хорошая, понимаете, вот у нас с 0 до 18 лет, а в одной очереди с вами сидят ребеночка 3 года, он МС ждет. Поэтому я еще раз говорю, мы сделали дополнительную комиссию. Вот у меня специалисты работают сверх нормы. Все, что можем, мы делаем. Но я не могу вам гарантировать, что в мае месяце мы всех вас посмотрим. Поэтому вот мы, правда, мы вот уже посмотрели около 40 детей с 1 февраля. Это очень много, если вам понять, что если на комиссии по 7 человек, мы стараемся, мы все, что можно, делаем, потому что... Я не знаю, управление образования для чего-то же собрало списки, значит, она определенные школы, я так думаю, будут нацеливать на то, что они готовы будут принять этих детей. То есть предположительно, если вам сказали, что в Тулагинах не будет такого класса, да, значит, предположительно, я так думаю, они вас прикрепят к той школе, которая будет согласна вас взять, у которой будут все условия. Я думаю... Ну, а вас раньше никто не зачислит в школу, приказы ведь в июле месяце составляются. Я думаю, что да, так и будет, потому что весь год... Связано очень много вопросов. Мы просто так в школу не пойдем. Для нас должны создать условия, которые рассказывали. Смотрите, моя хорошая. Смотрите, они в управлении образования, я думаю, будут ряд школ нацеливать на то, чтобы вас принять. И вам, я думаю, конкретная информация поступит ближе к 1 сентября. Вот мы с ровесниками, конкретно с родителями уже работаем 6 лет, когда встала конкретно эта проблема. И 6 лет из года в год повторяется ситуация, что управление образования собирает данные, и потом ближе к августу они решают эти все вопросы. Ну, по крайней мере, я знаю, что ни один родитель без школы сразу не остался, это я точно знаю. Они решат эти вопросы, должны решить, это их компетенция. Просто не торопитесь. Они хотят определить школу, где могут нанять классы, но не могут, потому что не знают. Они говорят, без этого они Мои уважаемые, мои хорошие, мы правда делаем все, что можем, но вас очень много, очень много. Мы постараемся, но от родителей тоже зависит. Я еще раз вам говорю, вот кто обратился к нам в феврале, допустим, да, они пройдут в марте, ну, март-апрель. Это смотря, когда родители еще к нам обратятся, ведь некоторые, кто на собрании был, даже еще не записались, допустим, к нам. Вот я знаю по аутистам, да, что мы уже большинство пересмотрели. Вас осталось там несколько человек, мы, по-моему, смотрели 10 или 12 человек, в ближайшее время мы всех посмотрим. Аутистам я имею в виду. Управление образования у нас брало уже такие данные. Да, мы предоставили все полностью. Желающих это их хотят учиться в общеобразовательной школе много. Поэтому вам нужно... Угу. Смотрите, вот у нас тоже такая ровно такая же ситуация. У нас март. Ага. Родители знают, что запись начинается 1 марта. 1 апреля. Запись класса.
и по МФУТа даже не записались. Вы требуете класс открыть сейчас, если вы просите нашего содействия, мы чем будем его подтверждать. Вот сейчас как конкретно выглядит ситуация. У нас родители детей, которые проживают в Кондее, у них раз. Они объединились вот по вот этому принципу. И мы рекомендовали обратиться во Всероссийскую организацию родителей детей-инвалидов. Это БОР, Они восстанавливают права детей, используя рычаги давления на органы исполнительной власти, которые прокуратуры, судебных лиц и так далее. И вот мы прямо написала, вот, отредактировала я им письмо, чтобы было понятно, что вы просите, что вы ссылаетесь на федеральный закон номер 273. Но список детей не содержит программу обучения. И вот наше вот это письмо, которое мы от города направим, зависит до тех пор, пока у каждого из этих детей будет программа. Это родители будут тянуться, мои хорошие. Я вам объясняю, что родители, те, кто... Я работаю еще. Я не сижу по я работаю. Каждый день. Мне записаться специалистам очень сложно. Я вот 20 в середине февраля хотела записала ребенка. Они даже не переключили на мои документы. Просто спросили, у вас это есть? Они взяли вот заранее записаться, пока через 3 подойдет. Еще раз напоминаю, уважаемые родители, у нас первоклассников нету, и мои хорошие, не от меня зависит. В июле месяце к нам придет, запишется. Но не от нас это зависит. Понимаете, родители тоже тянутся. Вот кто у нас на очереди, мы сейчас можем вам гарантировать, что такого числа они пройдут. Так еще ж родители, я же вам говорю, и будут и в июне, и в июле приходить, и в августе к нам приходят. Есть родители, которые вообще на полгода на реабилитацию, у нас были такие случаи, вот они уехали в Турцию, приехали перед сентябрем и сказали, вот дайте нам тоже быстро заключение. Так мы по 9 человек на комиссии смотрим, чтобы они 1 сентября хотя бы успели. Вам не удастся сформировать, чтобы все родители до 1 апреля прошли комиссию, даже по группе вашей. Костяк мы пытаемся смотреть, я же вам объясняю, то есть сейчас еще в марте мы много будем первоклассников смотреть, то есть до 1 апреля все, что можно, те, кто родители записаны, мы попытаемся большинство отработать все, что в наших силах. Я же вам объясняю, мы сделали добавочную комиссию, вот у меня девочки сейчас уже перерабатывают, мы стараемся всех смотреть, все, что в наших силах, мы делаем. Комментирую по нашему проекту. У нас квота программы 100 человек. Мы 100 человек получили, 20 из них в районах, 80 зарегистрировалось в Сибири. Мы сходили в управление образования, и нам управление образования попросило дать раскладку по вашим адресам. То есть в теории, то, какой ребенок, без уточнения диагноза, в какой школе по профессии относится. Условно говоря, у нас из 70 половина в 10 раз. И ясно, понятно, что когда в следующий раз мы пойдем, мы покажем территориально, в какую школу больше детей, условно говоря, с международным диагнозом планируют пойти. И это тоже даст им какую-то начальную информацию. А потом просто вы будете доносить свои КМК с видом обучения, чтобы было понятно, куда пойти. Прикреплять вас будут к тем школам, у которых будет, я так думаю, возможность вас принять. Да, то есть но до того, как мы сформируем ваш сам, мы обязательно будем работать с школами, но я так. Я тоже думаю, что они по этой структуре подойдут, потому что ресурсные классы – это не выход. И с каждым годом, уважаемые коллеги, просто я про детей с аутизмом опять-таки скажу. Первый год, когда мы столкнулись, запомните, что раньше аутизм вообще не ставилось, да, если кто в историю психиатрии, потому что это считался, что это вообще не наш диагноз. Первые диагнозы нам стали приносить 7 лет назад, и то наши психиатры их не ставили. Помните тоже, только с москвичи, Санкт-Петербург не ставил, вот только почему-то москвичи смело оставили. И я помню, нам еще такие заключения привозили чуть ли не от руки написанные.
И тогда уже стал вопрос, и этот вопрос 6 лет решится, это как клубок. И сейчас уже, как я, по-моему, я как поняла, 30 уже, да, человек с аутизмом, а на будущий год их 40 будет. Поэтому управление образования все равно будет на вас обращать внимание. Управление образования все равно будет не только в 35-й школе, как 1 год открыли они ресурсный класс, потом 35-я школа сказала, нет нам такого. И действительно, мы говорили еще 6 лет назад, и сейчас управление образования, я считаю, что взяла правильную политику. В каждой школе должна быть инклюзивная зона. Вы должны спокойно, я просто мечтаю о том, чтобы через 3 года, вы мне так не этот, чтобы скорее нас посмотрели, чтобы любая мама, просто я прикреплена к 17-й школе, да я пойду туда, потому что там есть условия. Вот к чему мы должны добиваться. И я думаю, что такое будет. Ну, я же вам опять-таки понятие сказала, что нету понятия отдельных классов для раз, нет понятия такого. Ну, открывались, да, была такая история, но сейчас вот, я думаю, управление образования будет стараться, чтобы все-таки открывать такие классы, чтобы дети именно с разными нозологиями сидели в классах. То есть, как я вам объяснила, если 8-2, да, то, допустим, 11 детей из ЗПР будет, и 2 ребятенка сразу будут. Я думаю, это как коррекционные классы, может, они предусматривают. Ну, я включила камеру здесь, чтобы было слышно. Внимание, вопрос. Здравствуйте. После поступления в 1 класс в обычную школу или коррекционную школу имеет ли право исключить ребенка, ссылаясь на то, что ребенок не готов и тому прочее? Ребенок за ПРР? Вопрос. нет, тут уже нарушения, вообще все идут. Как что значит исключить ребенка? Направить, да, оказать помощь, да, но никак не исключить. Направить, дублировать, решить на ППК. Еще раз, уважаемые коллеги, вот вы войдете в 1 классы, не забывайте, в школах есть психолого-педагогический консилиум, который все эти вопросы должен решать по дублированию, по переходу, по этому, понятно, да. Понятие вот исключить прям это очень неэтично. И... Вы имеете право обратиться к нам. Хороший вопрос. Ой, смотрите, вот хороший вопрос тоже задали, да, вот когда у ребеночка вариант 1, да, и родители часто спрашивают, но это навсегда, я всегда говорю, есть психиатры, были такие случаи, вам снимут интеллектуальное снижение, опять-таки через ВКК, welcome к нам, мы тоже тогда будем рассматривать другой вариант. Да, понятно. Позвольте. Последний вопрос из Зума я задам. Еще есть несколько вопросов с Ютуба, и мы будем плавно завершаться. Если в ПГОС нет понятия ресурсный класс, то как называются классы, где учатся дети с программой 8.3, 8.4? В одном классе сколько должно быть детей? Коррекционные классы, они так и называются, и в чистом виде, опять-таки, нету 8.3, 8.4. Обычно их, вот, допустим, сидит 2 человека 8.1 и 2 человека 8.2, этого достаточно. Это все зависит от комплектации школы, от санпинов. Угу. Я так поняла, инклюзивный, это больше адаптации, да, ребенка? Включение его в образовательную среду. Коррекционные школы, да. То есть коррекционная школа, когда... Коррекционная школа, отличие коррекционной школы от инклюзии, то, что ваш ребенок будет обучаться по адаптированной программе, как все. Вот 12 человек обучается по варианту 7.2, вы тоже будете в этом классе сидеть и обучаться. По инклюзии вы будете с включением сидеть, то есть вы будете в школе в массовой сидеть в классе, где навряд ли по санпинам, ну, допустим, 30, вас просто будут обучать по адаптированной программе, понимаете? Разницу чувствуете? То есть и там будет адаптированная программа. В коррекционной школе с вами будут в обязательном порядке проводить коррекционные занятия. Это у них в сетку расписаний даже входит. С вами обязательно будет логопед, дефектолог, психолог заниматься. А если с включением, то как получится? То есть если будут специалисты.
Я же вам говорю, вы пойдете к директору школы, дайте вот мне тьютера, а директор школы вам скажет, а у меня нет финансовой возможности. А коррекционных школах есть? Есть почти во всех. Ну, тоже в отставку. Ну, по крайней мере, да. Коррекционных, да, эти индивидуально. Вот это другой вопрос, потому что у них тоже, там, знаете, я говорю, проблем очень много, у них же тоже своя сетка, свое расписание, свое финансирование. Бог ты мой, там очень много проблем, конечно. Я просто в раздумье. Где вот есть где платформа, где можно вот изучить это? Там взяли тут. Вы можете на форумах родителей посидеть, вот ФГОС, там программы посмотреть. Потом очень много для родителей, для аутистов есть же сайты. А? Форумы родительские, прямо они там хорошо обсуждают все это на любые вопросы. Иногда такие родители продвинутые бывают. Да, по вопросам раз сразу наткнетесь. Я частенько там сижу, правда, что потом вам более, потому что родители очень часто жалуются, что им... Вам, если обратите внимание, есть ресурсный центр, Расхал тоже хорошо знает этот сайт, вот там помощь родителям очень много. Он называется, если я не ошибаюсь, сейчас скажу, там с аутизмом федеральный центр, по-моему, федеральный центр прям так и называется, для родителей с аутизмом. Наберите в поисковике, там выйдет этот федеральный центр, там по аутизму, да. Да. У них есть свой прямо с основы вот на ФЦР, на все федеральные центры по всем, вот для аутистов там очень хороший. Поищите там, у них очень центр такой, и там как раз-таки есть нормативно-правовая база по детям с аутизмом. Там как раз-таки есть ФГОСы по аутизму все. И на реестр тоже в ФГОСах посмотрите по аутизмам, по каким видам, что, какие программы. Там тоже хорошо прописано все. Там, ну нет, там противоречиво. Там опыт регионов. Нет, но это же получается все равно опыт региона. Это все равно, уважаемые родители, да. Любое открытие любого ресурсного класса – это общественная деятельность в основном, и потому что даже ни один локальный акт не предусматривает, я еще раз повторяю, даже был печальный опыт, Саратовская область открыли такой ресурсный класс отдельный, посадили детей с аутизмом отдельно. Что случилось, когда пришла проверка, их очень строго наказали, потому что сказали, что вы детей ограничили с включением в инклюзивную, в общественную деятельность. То есть вы посадили в отдельный класс, от всех изолировали, это неправильно. Поэтому почему и... Отдельное крыло, 28 школе отдельное крыло. На конференции 28 школа. 35-я школа, я с вами чуть-чуть, да, я общаюсь там с Любовью Владимировной, они все-таки детей постепенно включают после определенной адаптации. Вот тут я с вами поспорю, потому что 35-я школа, я знаю тех детей, которые прошли хорошо адаптацию, они их уже включают в общие классы, просто это долгий процесс, а они их не изолировали. Нет, я тут готова поспорить. 28-я школа, они тоже там в отдельно, там просто среда такая, и там все ребятки очень сложненькие, да, вот вариант 1, вариант 2, плюс 8.3, 8.4, и я знаю, как они работают, там их никак, там небольшое помещение, их никак не за это, они все... Ну, я спросила, это должностное лицо, я не помню, ну, работник, она сказала, ну, вы не бойтесь, они там через отдельные профессиональные. Но я судить не могу, уважаемые. Нет, там мама говорит про 28-ю школу. Для интереса. Спрашивала, ну, как вы там? Говорит, да, у нас отдельная круга. Может, вот один, но они все равно там где-то. Но их, получается, как-то постепенно Адаптируют.
Возможно, в 28-й школе то же самое постепенно адаптируют и потихоньку вводят. Понимаете, ведь ребенок с раз это вообще грубо индивидуально. Но 28-ю школу вообще готовы защищать бесконечно. Почему? Потому что там как раз работают. Вообще, уважаемые родители, меня часто спрашивают, вы как за интеграцию, за коррекционные школы, да? Я всегда говорю родителям, в коррекционной школе работают те специалисты, которые специалисты с большой буквы, там нету случайных людей. Я сама работала в коррекционной школе очень много лет, и я знаю, кто там работает, я знаю все коррекционные школы, я знаю специалистов, ну, наших городских, которые в 4-й, 34-й, 22-й, 28-й школе-интернате работают. Это все специалисты с большой буквы. Ведь возьмите 4-ю коррекционную школу и 28-ю, это те первые, то есть там, если 20-25 лет стаж работы специалиста, вот он как раз-таки знает и умеет, как работать с расниками, потому что они уже это очень... Я была в 4-й коррекционной школе, я видела классы расников тогда, да, ну, понятия ресурсной не было, просто я видела ребятишек, 9 класс, это вообще чудо было, чего там учителя добивались, просто чудо. Когда они сидят вот так за партами, и они все социально очень хорошо адаптировались. Поэтому, когда меня спрашивают, вы за что, я всегда говорю, если есть возможность, да, лучше хотя бы начальное звено в коррекционной школе побудьте. Там очень хорошие специалисты. Потом из коррекционной школы заканчивать. Ну, вот по 22-я, я такая ярая защитница школ этих коррекционных. 22-я, 34-я школа, после 4 класса никто не уходит добровольно. Они все до 9 класса, там им так нравится. Они там в спокойной атмосфере воспитываются, им там